Вы бывали когда-нибудь в Якутии? Смотрите, вот она перед вами. Далекая, холодная, бескрайняя земля. Но Якутия — это еще и новые современные города. Мирный, Ленск и, конечно же, Якутск. Северяне гордятся своей столицей. В этой республике живут веселые, работящие, любознательные ребята, и каждый второй участвует в поисковой и краеведческой работе. Накануне своего юбилея 60-летия пионерской организации юные следопыты решили разыскать первых пионеров. Первые пионеры. Они были защитниками советской власти в те суровые годы. Они вместе со взрослыми организовывали колхозы и занимались ликвидацией неграмотности. Виктор Федорович Афанасьев сейчас известный якутский педагог и ученый. В те далекие годы он тоже был пионером. Мы жили в захолустье, Улусе. Грамоты очень мало было. Вот когда нас приняли пионер, это было, я помню, в 28 году, 1 ноября, накануне Октябрьского торжества. Нам завязали, значит, старший пионер-вожатый, пионерский галстук. Правда, я не спросил у бабушки, у мамы, у папы, что я вступаю в пионера. Вдруг я заявился в свою юрту якутскую пионерским галстуком. И бабушка меня спрашивает: Виктор, зачем вы пионерским галстуком? Я говорю, я, бабушка, в пионер вступил. Это пионерский галстук. Бабушка что сказала? Ты рано поступил, сынок. Сейчас у нас в окрестности бандиты ходят. Живет в Якутии история, ставшая легендой. В 1927 году вооруженный отряд атамана Артемьева ворвался в небольшое якутское село Абагу. Пионеры вместе со взрослыми защитили родное село. Следопыты встретились с первыми пионерами Абаги. На том священном месте, где защитники села держали оборону, сооружен памятник. В Якутск на встречу с ребятами-следопытами съехалась первая красногалстучная гвардия республики. Сегодня все они, пионеры 80-х и пионеры прошлых лет, празднуют свой юбилей. Первый сбор первого пионерского отряда «Спартака» был 17 февраля 1924 года. Нас собралось примерно 62 человека. Построили старое деревянное здание такое и объявили, что мы все приняты в пионеры. И особенно запомнился мне первый костер пионерский. Вот вокруг этого костра мы сидели, жадно глядя на него, значит, да, новинка для нас была. Пионеры в это время, вожатые в это время нам рассказывали о Владимире Ильиче Ленине, об Октябрьской революции и так далее. Было очень интересно, и вот мне это очень запомнилось. Уважаемые наши ветераны, поэтам, якутским поэтам Алексеем Михайловым написали песню о Гайдаре, которую сейчас хотим исполнить. Мы шагаем под алым знаменем, песни тесно в юной груди, и всегда и повсюду с нами он, скачет, скачущий впереди. Деды и прадеды этих мальчишек не знали грамоты, а их внуки мечтают о полетах в космос. И мечта их завтра может стать реальностью. Но не забывают ребята и традиционные ремесла, которыми издавна славились северные народы. Резьба по кости. Чтобы фигурки получились выразительными и живыми, глаз нужен точный, как у охотника. Скупа на краски северная зима.
но оживает мир сказаний и чудес в бисерных вышивках маленьких мастериц. Юные художники рисуют один из самых ярких праздников Севера – праздник оленеводов. Но рассказ о нем еще впереди. Нет в жизни ненужных знаний, ненужных умений. То, чему учились ребята в зооуголке Дворца пионеров, пригодится им в Покровском зверохозяйстве, где помогают они выращивать серебристо-черных лисиц и голубых песцов. На площадке у меня работает мама, папа работает старшая сестра. Я тоже думаю, что я буду работать на ферме, как по стопам родителей. Здесь у ребят хлопот и забот хватает. Они умеют и пилить, и строить, и дров для фермы нарубить, и сено накосить, и за животными ухаживать. Да мало ли можно сделать, если есть желание, да еще умение. И самолетом, и вертолетом добирались мы до якутского поселка Тампо. Но якуты говорят, 100 километров не расстояние. Якутия — это непроходимая тайга и бескрайняя тундра, земля алмазов и золота. 50 градусами мороза здесь никого не удивишь. В 30 считается, что не за горами весна. Такой уж это удивительный край. Много народностей живет здесь. Якуты, эвены, эвянки, юкагиры, чукчи, главным занятием которых является оленеводство. Вы помните, как юные художники рисовали праздник оленеводов? В совхозе Тампонский мы увидели, что это действительно здорово. Вы ездили когда-нибудь верхом на оленях? А якутские мальчишки учатся этому с детства. Лишь узнаешь в тундре новость, станет всем она известна. Солнце вышло, интересно. Сын родился, интересно. Все на праздник, все на праздник. Видишь, это едут гости. Но к кому свернет упряжка и к кому помчится после? Пробегут аэросани или в речке лед растает. От Яранги до Яранги новость каждая летает. Если будете гостями, приезжайте с новостями.